Добрый вечер. Сегодня 572-й день аннексии Крыма. Время новостей. Вы смотрите «Заман». Существует риск того, что в ответ на блокаду полуострова российская администрация Крыма может запретить всем крымчанам въезжать на материковую Украину. Об этом заявил член Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию Сергей Костинский. В частности, он говорит, что цель этого – обычный шантаж. Российские силовики запугивают крымских татар уголовными делами, чтобы те не участвовали в продовольственной блокаде Крыма. Об этом заявил первый заместитель председателя Меджлиса крымско-татарского народа Нариман Джилял. Он рассказал, что в неофициальных разговорах силовики пытались повлиять на него и через него на других активистов. Я получил своеобразное предупреждение. То есть не я лично, а через меня постарались передать остальным, что все, кто из Крыма поедет участвовать в гражданской блокаде Крыма, столкнутся с преследованием со стороны силовых органов Крыма, вплоть до открытия уголовных дел, так как, по их мнению, данная блокада направлена против государства Россия. Фактически, я считаю, это своеобразный способ давления. И я не исключаю, что если ситуация в результате блокирования Крыма будет обостряться в Крыму, то силовики найдут в кавычках вот таких вот виновных лиц, чтобы отбить охоту у желающих поддерживать эту акцию или фактически оказать такой шантаж на организаторов этой акции. В Крыму нет недостатка пищи, говорят представители российской власти Крыма. В то же время они уже готовят договоры о поставках на аннексированный полуостров продовольствия из регионов России. В Министерстве промышленной политики российской администрации Крыма отчитываются: сегодня полуостров обеспечен продовольствием в достаточном объеме. Президент не будет препятствовать акции крымских татар. Как сообщает информагентство КХА, Петр Порошенко на встрече с Мустафой Джемилевым и Рифатом Чубаровым сказал, что вполне понимает крымских татар, которые инициировали и проводят данную гражданскую акцию. Понимает причины, которые ими движут. Как глава государства он не может препятствовать праву граждан на волеизъявление, если его реализация не будет противоречить закону и пройдет в соответствующем законодательству русле. На встрече были обсуждены и вопросы, связанные с положением крымских татар в Украине. Президент Украины в ООН поставит вопрос защиты прав крымско-татарского народа и грубого нарушения прав жителей полуострова. Об этом говорится в сообщении на официальной странице главы государства в Фейсбуке. На следующей неделе в Нью-Йорке на заседании Генассамблеи ООН Петр Порошенко намерен лично поднять эти вопросы. К другим новостям. В Крыму директора Крымтроллейбуса лишили кресла. Экс-сотрудника спецподразделения «Беркут» Сергея Ернева освободили от должности генерального директора предприятия. Это решение накануне приняло Министерство транспорта российской администрации Крыма. Ернев занимал эту должность с марта 2015 года. Семь месяцев скитаний без крыши над головой. У жительницы Ялты Линье Курбидиновой в январе этого года произошел пожар в квартире. Женщина до сих пор остается без жилья. Мать-одиночка просит помощи. Ночь 19 января 2015 года для Линье Курбидиновой стала самой страшной в ее жизни. Тогда загорелась крыша пятиквартирного дома, расположенного по улице Октябрьской, 4 в Ялте. Квартиру Линье Курбидиновой тоже охватил страшный огонь. Случилось где-то под 3 слоями крыши, там у соседей. Перебитый провод был, короткое замыкание. В 12 ночи начал гореть весь барак. До 5 утра горело. 15 человек тушило, 2 пожарки. Сгорело все. 7 месяцев на сегодняшний день с ребенком на улице. Обращалась везде. С момента трагедии куда только не обращалась мать-одиночка Линье Курбидинова. Но кроме обещаний помочь, ничего не смогла добиться. Была на приеме у нашего мэра 13 марта 2015 года. Сказал, будем делать этот год.
была у Жданова, жилищно-коммунального. Сказал, на свой контроль возьму. Была в Совете министров. Писала Бельбекову, Константинову, Госкомнац, Смирнову. Была везде. Обещали, помогут. Еле сдерживая слезы, Ления Курбетдинова показывает нам последние 3 письма отписки. Пришло последние 3 письма. Мы не попали в программу ликвидации последствий пожара, капитального ремонта. Делать не будут. И еще ищите пути финансирования другие, так как у вас не муниципальное жилье. На первых порах помогли Ления Ханом в Ялтинской мечети. Нашли вещи и дали немного денег. Ления Ханом жила у родственников, то у одних, то у других. Недавно приютили соседи, разрешили пожить в пустующей квартире. Этим летом Ления заболела воспалением легких. Но ей пришлось покинуть больницу, чтобы быть с сыном. 5-летний Эрнест попал в инфекционную больницу. На сегодняшний день уже 6-я больница с ребенком, по больницам везде. Сейчас ребенок в Бахчисарае лежит. Я с воспалением легких здесь. Ребенок постоянно болеет. На сухомятке варить негде. Скитаемся. Теперь вот у него желудок начал болеть, кишечное отравление. Соседи Лении Курбетдиновой, которые сами пострадали от пожара, смогли восстановить свое жилье и помочь восстановить крышу дома полностью. Но восстановить свою квартиру она не может. Одна надежда на СМИ. Может, кто услышит и поможет ей. Правда, не все телеканалы готовы рассказывать ее историю. Приезжали корреспонденты, снимали с Симферопольской радиокомпания «Первый Крым». Им не разрешили этот сюжет пропустить. Все сдали в архив, сказали, за такие сюжеты уволят всех. Сейчас Ленье не знает, за что браться. В первую очередь хочет вылечить сына и себя. А потом остается только надеяться на помощь Всевышнего. Глава российской администрации Крыма Сергей Аксенов, прокурор Наталья Поклонская и муфтий Крыма Эмир Али Аблаев выдвинуты на крымскую премию «Миротворец». В список номинантов на эту премию вошли около 100 крымчан. Премия вручается людям, чья деятельность способствует предотвращению расовых, национальных и религиозных конфликтов. Лауреатам премии вручается орден «Миротворец», а также денежное вознаграждение. Эксклюзивные изделия, созданные крымско-татарскими мастерами, которые удовлетворят самый взыскательный вкус, теперь можно приобрести в арт-центре «Фес». Сегодня в Симферополе состоялось его торжественное открытие. Все подробности в сюжете. Этим утром на проспекте Победы 38 в Симферополе было как никогда шумно и весело. Сегодня здесь состоялось открытие арт-центра «Фес». Гостей праздника ожидали восточные сладости, эксклюзивные работы крымско-татарских ремесленников, теплая и радушная атмосфера. Директор арт-центра Лиана Калафатова отмечает, любой желающий здесь может приобрести керамику, вышивку, чеканные изделия, килимы, кожаные и резные изделия, картины и не только. Вся продукция, представленная здесь, сделана с душой. Это продукция класса люкс, эксклюзивные работы лучших и талантливых крымско-татарских мастеров. Продукция, представленная здесь, удовлетворит даже самый взыскательный вкус, отмечает Лиана Калафатова. Если покупатель придет за подарком для дорогого гостя, любимого человека, он может быть уверен, что это будет особый подарок, наполненный ароматом Крыма, его самобытностью и культурой. В отличие от других магазинов, у нас представлены по-настоящему элитарные эксклюзивные изделия, вышедшие из рук самых талантливых и брендовых мастеров Крыма, ремесленников Крыма. Лиана Калафатова отмечает, создавали арт-центр вместе с руководителем проекта «Крымский стиль» Мамутом Чурлу. Он направлял и консультировал. Здесь представлены работы как молодых и талантливых крымских мастеров, так и тех, чьи имена известны всему миру. Я рада тому, что теперь имеется возможность, кто-то сможет приобрести, что это искусство войдет в дом кому-то, понимаете, этот национальный дух все-таки поднимет все. И чтобы не забывали наше именно творчество, каково оно было. Ведь оно трансформируется, меняется со временем. Гости праздника не скрывают, приятно удивлены интерьером, продукцией, атмосферой арт-центра «Фес».
Я бываю во многих местах, в Турции, Болгарии, Румынии, и там не обязательно ищу магазины, в которых можно найти вещи с национальным колоритом. И всегда думаю, что было бы здорово, если такой магазин был бы в Крыму, и все приезжающие на полуостров в таком магазине находили бы крымско-татарские вещички и знали, что крымско-татарское должно выглядеть так. Это моя мечта сбылась. У нашего народа есть спрос к своей истории, к своей этнике, и, соответственно, есть предложение. У нас действительно большое количество мастеров, ремесленников, художников, которые могут сегодня предложить крымским татарам, и не только, абсолютно всему миру, кому интересна крымско-татарская история, культура, предложить огромную, просто вот то творчество, которое у нас, у крымских татар, рождалось очень давно, много веков назад, смогло сохраниться при нашей такой очень сложной истории и донесено до сегодняшних дней. Это очень радует. Не хочется отсюда уходить. Я очень рада, я очень довольна. Я получила массу удовольствия. Мне настолько все это близко. И очень интересно. Молодцы. Я хочу, чтобы таких магазинов было много. Сейчас фес стал очень модным аксессуаром. Помимо этого, работа из керамики, из дерева, они несут энергетику. Энергетику автора, которая обладает такими, даже, я не знаю, волшебными какими-то свойствами. И человек, который окружает себя вещами, которые ему нравятся, но он счастлив. Посетили мероприятие, остались довольны и совсем маленькие гости. На базе арт-центра «Фес» планируется проведение мастер-классов, обучение навыкам крымско-татарской вышивки и крымско-татарским обрядам. В будущем, отметила Лиана Калафатова, планируется открытие сети торговой марки «Фес» во всех крупных городах Крыма. В конце выпуска вернемся к главной теме дня. Бессрочная гражданская блокада Крыма, которую инициировали лидеры крымских татар, продолжается. Уже более суток через административные границы пропускают только пешеходов, легковой транспорт и пустые грузовики. На пропускном пункте Чаплынка находится наша съемочная группа. Шевкет Наматулаев расскажет о текущей ситуации. На пункте пропуска Чаплынка находится 110 машин. На вечер вчерашнего дня их было на 10 машин больше. Если вчера водители просили разворачиваться, уезжать, то сегодня на месте работает следственно-оперативная группа. Она была создана по поручению замначальника главы Херсонского УВД Ильи Кивы. По его словам, правоохранительные органы проверяют личные документы водителей и документы на груз. Мы будем сейчас полностью проверять все пакеты документов, которые у вас являются. По затаможке, по растаможке создан штаб. Данный штаб находится сейчас в Херсоне. Сюда подключены фактически все областя, в которых непосредственно будут находиться и ваши фирмы в том числе. Сейчас будем поднимать вопросы лицензирования, имели ли право продавать те или иные продукты, где затамаживались брокерские конторы. Сейчас мы вместе все задавим коррупционную схему по таможенным и растаможенным продуктам. Вот и все. Поэтому каждого водителя попрошу сейчас пройти к своему автомобилю и приготовить все имеющиеся у него документы. А как сообщил нардеп Владимир Поросюк, если же документы не будут соответствовать товару или же не будет надлежащих сертификатов качества на товар, то на водителей будут открываться уголовные дела. Но все-таки машины все же будут отправляться на материк. Якщо в когось немає будь-якогось документа, відкривається зараз на даний момент кримінальна справа. Можете поїхати подивитися. Все правильно, мы за. Водители фур жалуются, что уже который день не могут заехать со своим товаром на полуостров. Однако участники товарной блокады заявляют, что их вины в этом нет, так как акция началась всего лишь вчера. Логически нетрудно догадаться, как при оглашенной акции до момента нашего приезда, когда еще мы никого не блокировали, здесь уже была собрана такая очередь. Это ясно, что со стороны, поскольку несколько фур уже было пропущено и все пространство на нейтральной территории занято, все машины были пропущены таможней Украины. Кроме того, эти фуры, которые стоят на нейтральной территории, я лично наблюдаю в течение суток уже на нейтральной территории. Это говорит только о том, что российская, так сказать, так называемая российская таможня их туда не пропускает. Поэтому я делаю вывод, что российская сторона
была в этом заинтересована, чтобы это все было разогнано по телеканалам, чтобы в своих средствах массовой информации все, как всегда, перевернуть и показать, что делается украинской, прошу прощения, стороной на приграничном пункте. Легковые машины пункт пропуска проходят без каких-либо проблем. Однако участники гражданской блокады Крыма останавливают фуры, которые идут с полуострова. Участники гражданской блокады Крыма лишь фиксируют, что и куда завозили эти фуры в Крым. Уже несколько машин возвращаются, поставив товар одной и той же фирме в Крыму. Водитель рассказывает, что товар продавал сам, но название рынка, на котором был, даже не смог вспомнить. Там мини-рынок, не оптовая база, а рынок, как же они его называют, честно говоря, я не помню. Как-то они его по-местному называют, я его... Не ездили, да? А? И не ездили, да, туда? Нет, я был на рынке, 4 дня там стоял. На том рынке. Ну, адрес хотя бы назовите, куда вы ездили в Севастополь? Ну, зачем мне адрес, если меня люди со мной ехали? Блокирующие уверены, что десятки тонн товара реализовать на рынке в розницу нереально. Они уверены, что товар пересылается на территорию России. Собственно говоря, вот это уже в который раз отлавливается Вантаж Эдуардович Литвиненко. То есть оттуда как бы за... И компания, вот фиксируем, Optrade Company, город Херсон. То есть, как бы, судя по тому, что происходит, то есть происходит просто переброска конкретных там товаров, ну, как бы наших хороших украинских продовольственных товаров, которая в тупую перебрасывается и отправляется дальше в Россию, уже с российской маркировкой. То есть из 12 или 14 фур, которые, ну, подобным образом были осмотрены и проведены беседы с водителями, ну вот, то есть Optrade Company фигурирует в 5. То есть это во всех случаях картофель, помидоры и так далее. Да? То есть, соответственно, это указание, скажем так, сигнал некий для органов, да, то есть, как бы, что вот, как бы, есть вот такая компания, которая производит там крупные оптовые операции. Ну вот, потому что, ну, там, 100 тонн помидоров для одной и той же точки на рынке, это немножко много. На постах побывал и нардеп, командир батальона Донбасс Семен Семенченко. Я, общаясь с людьми, вижу, что колоссальный потенциал патриотизма скрывается за этими железными будками. И мы не дадим возможности его сдержать. Поэтому мы, и я, как житель Донбасса и родившийся в Крыму, поддерживаю эту инициативу наших водителей. Я прошу желающих вступить до лав Збройных сил Украины не расходиться. Наша съемочная группа остается на пункте пропуска Чаплынка и будет следить за ходом событий. На этом пока все. Следующий выпуск «Заман» в 21:30. Оставайтесь с нами.